читателям. Сегодня у нас с вами предстоит такая игра, вот как вы уже увидели, услышали, «Колесо фортуны» игра называется. Эта игра проходит в рамках Библия ночи, которая 24 у нас будет проходить. Мы снимаем на видео нашу игру, а потом уже онлайн все желающие смогут посмотреть это видео. В общем, колесо фортуны – это колесо, оно состоит, на нем написаны номера. Каждому номеру соответствует какое-то задание, либо вопрос, либо там, какое-либо задание сейчас вы уже узнаете. И еще колесо разделено на цвета, то есть синий, это номер 1 и номер 6 разделы, там вопросы по планете Земля, зеленый, 3, 8 и 11 вопросы могут касательно быть космоса, красный или розовый, это 2 и 7 по произведению какие-либо вопросы, фиолетовый раздел 5, 10, там про Гагарина могут быть вопросы, бежевый про звезды могут быть вопросы, это 4, 9 и 12. Задание я вам буду говорить непосредственно, когда уже у нас выпадет на колесе какой-либо номер. Колесо мы будем крутить, у нас будет Эльмира Аркамовна крутить колесо. В общем, посмотрим. Еще, возможно, у вас могут какие-то затруднения возникнуть. Вы мне говорите слово «фортуна», это я вам дам подсказку. То есть запоминайте слово «фортуна», и я вам даю подсказку. Почему у нас про космос, вот как раз таки тематику мы взяли, потому что у нас в этом году девиз Библия ночи, книга «Путь к звездам». Ну что ж, готовы? Начнем нашу игру. И у нас крутим, да, колесо? Давайте, кто у нас первый? По часовой стрелке. Давайте по часовой стрелке. Сейчас определяйтесь. Я немножко там выключу звук, чтобы песенка такая говорила. Я вообще только пришла послушать. Подсказывай, если сами что знаем. Тем более там какая-то фортуна. Ну что ж, давайте, Олег, начнем с вас. Да. Самый большой. Ну все, колесо крутится, и выпадает у нас номер 12. Почти близко было к 11, но номер 12. Смотрим. 12 это у нас... Нет, 12 у нас про книгу. 12 у нас, подождите, звезды, действительно. Так, здесь, значит, вопрос такой будет, Олег. Назвать нам какую-либо книгу о космосе, какую вы читали или любите читать. Книга о космосе, о звездах. Айзек Азимов, «Конец вечности». Правильно. Да? Правильно. Фантастика. На самом деле их очень много. Много, Еще, да. да. Еще можно назвать моя любимая книга. Это Иван Ефремов автор, Иван Антонович Ефремов, «Туманность Андромеды». Да. Мне было 17 лет, когда я ее прочитал. И меня это сразу после этой книги я полюбил фантастику. И вообще я сказал, вот тот мир, в котором я хотел бы жить. Там тот мир будущего описан. А добавлять другим нельзя, да, во время, когда ты Пока нет. Вот там такие совершенные люди, без злости, без ненависти, без соперничества. Там вот они, там царят в этом обществе любовь, добро, красота. В общем, Райская жизнь. почти, да. Нет, я на полном серьезе. Вот там и космос тоже описывается. Там Великое кольцо, это все цивилизации. Они вот соединены в организацию, которая называется Великое кольцо. Они обмениваются информацией, знаниями. В общем, очень такая. Две цивилизации Большой встретились. форма. Да. А пусть добавления потом будут, потому что
Это же о книге, этого вопроса больше Да. не будет. Да. Так что, Мальвинушка, прошу. Ну, через терник к звездам тоже я хотела добавить. Я думал, по этой А нет, вы знаете, кстати, по поводу этого вопроса не будет. А возможно и будет. Мы же не знаем, как Да? колесо будет крутиться. То есть, может, опять кому-то конечно, книга по... Может, легко. Понятно. Хорошо. Давайте сейчас, Светлана, вы. Да, уже колесо нашей фортуны крутится. Какой же... номер? Опять 12, вы знаете, опять 12. А вы говорили, да, больше не будет. Какую вы книгу? Может, будете давайте читать? так? Да, друг вас. Может быть, как... А может быть это, пусть не бывает, это номер, на который уже ответили, может его выбирать. Или следующую цифру. Вот там 12 было, да? Вы куда-то На торопитесь, там, 13. ну мы недолго будем играть, правда. Нет, А мы-то прибежали. Ну, потому что, Думали вы до знаете, вечера. вот как раз таки вы же говорили, что таких книг, и я говорила, что их очень много, Да, а Олег надо назвал добавить. только, да, надо добавить. А Света в принципе, добавит. это будет, мне кажется, только А я вот интересно. книги не Свет, о читал. космосе, что ты, какие книги читала? Я не помню сейчас так на скидку. Я уже давно не читаю, только слушаю. А слушала про космос тоже только фантастику. фантастика, ну, Да. о космосе только фантастики пишут, фантастику. Нет, почему? Про робототехнику, там, фантастика-то очень обширна. Попадание современников в какие-то, черт знает какие века. Ну это да, это другое тоже. Это тоже Ну, фантастика. давайте дадим тогда возможность ответить кому-то другому. Может, Марина Махмудовна, вы скажете? Ну вот я только через тернии звезды, а так Ефремов, вот час быка, по-моему, тоже это фантастика там. Да, Да, У да. Ефремова. Мне Да. тоже Ефремов очень нравится. Ну, а час бока, это тоже Лезвие космос? бритвы нравится. Ну, лезвие бритвы мне тоже, Да. но она не Она не космос, космос. она современная. Космос. Фантастическое такое, да. сейчас быка, да, на космосе они прилетели в другую галактику, на другую планету, нашу, свою, земляне. Вот одна голова хорошо, а несколько еще лучше, да, А тут умных. 3 Да. фантаста сидят. Ну все. Я реалист. У меня никакой реалист? фантастики. Тогда мы реалисту и передаем слово. Крутится наша Ну, колесо. сейчас они мне и посадят опять на фантастику куда-нибудь. Опять сейчас 12 будет. А на самом деле у нас выпадает 4. 4 задание — рассказать историю про звезды или про созвездия. Ну, например, У нас астрономии в школе не было. ну вы же, наверное, в течение жизни все равно слышали какую-нибудь интересную История о чем? историю. О Про звездах, о звезды. созвездиях. Скажи слово фортуна. Фортуна. Слово «фортуна». Да. Да, подсказка, А да? вот почему вы так быстро сдаетесь? А потому что я ничего не знаю про созвездия. Может, потому что с глазами проблемы, на небо особо не посмотришь и там чего-то. Это меня мало интересовало. Созвездие. А Вот астрономия не- самое известное у нас, допустим, созвездие Медведицы, да? Ковши, Ну, Большая да, Медведица. да, большая медведица. большой и малый кот. Вот как раз таки сказали же, что созвездие Медведицы напоминает ковш с ручкой, да? Там есть 2 самые яркие звезды. Это Алиот и Дубхи. Они имеют блеск 1,8 видимой звездной величины. Представляете? Сначала для этого нужно объяснить вот эту шкалу. Звездной величины. Да. Ну, это мы сейчас надолго задержимся. Ну, в общем, мы уже узнали, Который что самый кос- блестящий первый и 12. Какая 12? Но как сказать, Ну, степень. Алиот. Самая... Она по возрастанию идет? Да, по возрастанию. Сейчас, извините, мероприятие. Мероприятие у меня, пожалуйста, не беспокойте. Пишите. Ну, в общем, мы узнали с вами про созвездие Медведицы. Следующий у нас Марина Махмудовна. И что у них есть блеск, который градуируется. Кстати, свет от звезд идет, тот, который мы видим, он проходит уже тысячи световых лет. Да, в зависимости от расстояния. Расстояние, да. Нам попадает 7-е задание. 7-е задание – это у нас загадка. Нужно отгадать загадку. Самый сложный, по-моему. Маринушка.
Платок в 100 горошин на небо заброшен. Что это такое может быть? Ночное небо, Со звездами. созвездие. Ну, Ночное небо. ночное небо с чем? Со Со звездами. да. Звезды, да. Вернее сказать, звезды. Правильно, правильно. На 7-й вопрос мы тоже ответили. Ну что ж, крутим дальше. Олег будет отвечать на следующий вопрос, на следующее задание. Опять 12. Будем надеяться, что нет. Нет. Второе задание выпадает нам. Второе задание. Такой вопрос, значит. Куда собираются на экспедицию в романе «Аэлита» Алексея Толстого? Мамас. Да, совершенно верно. Вот этот роман я читал, я и забыл, что я ушел Толстого. В детстве. Раз Это пять. абсолютно правильный ответ. Так, Светлане, посмотрим, какой выпадет номер, какое задание. Если будет 12, это будет смешно. Шестое задание. Шестое задание у нас звучит следующим образом. Назвать какой-то фильм о планете Земля, какой вы смотрели. Фильм о планете Фильм, Земля. фильм. Фильм. А, фильм о планете Земля. Да, фильм. Земля Санникова. Вот, да. Да, хороший фильм. Хороший фильм. Отроки во вселенной. Ну это, Но они же с Земли вылетели. да. Как мы его любили. Армагеддон. Армагеддон. Так, а что еще? Фильм о Земле, да? Чтобы название было Земля. Не обязательно просто о Земле. Земля как планета. Ну, да? Земля как планета, да, совершенно верно. Ну так мы сказали 3 штуки, хватит. Да. Вы пока можете еще порассуждать. У меня тут просто по работе что-то спрашивают, я сейчас отвечу, ладно? Ладно. У нас перерыв на чай. Нет, вы пока вспоминайте фильм. Я возможно, думал. там. Про Землю чаще. Так, что еще? Группа землян. Что-то голову. Правильно, земляне. До кучи, да? Да. Группа земляне? А вот группа земляне. Земная Трава любовь. у дома. Трава у дома, да. Все, мы узнали, что какие есть фильмы. Сейчас дальше будем крутить наше колесо фортуны. Что же такое же? Такая игра непредсказуемая. Так, какой номер? Номер 5 нам выпадает. Под 5-м номером нужно назвать книгу о Гагарине. О Гагарине, о нашем любимом. Какую знаете книгу? Либо автора назвать. Может, суть рассказать. О нем вообще о космонавтике много писал Губарев, Владимир Губарев. Вот он вообще, можно сказать, прихватил эту тему с самого начала. В частности, у него есть, по-моему, пара книг о Гагарине. Название не помню. Циолковский тоже писал. Не. Циолковский это ученый, который... Ученый, да, но он тоже Ну, как писал. ученый. А Гагарине-то он не писал? Такой уж парень был, что-то такое название. Это песня, таким он парнем был. Нет, и книга тоже такое Да? же есть название. Ухватили из песни? Да. Да, Пахмутова с Добронравовым, Гребенников, целый цикл. Так, в общем, ответили на этот Ответила. вопрос, да. Сейчас Марина Махмудовна подходит очередь, колесо у нас крутится. Я надеюсь, не загораживаю это колесо. Видно, что что-то крутится. Так, номер 3. Ого. Олег. Назовите, пожалуйста, автора научно-фантастического романа «Марсианские хроники». Не знаю. Это, Марин, твой вопрос? Да. Да. Знаешь? Я
Я вообще, это фантастика или что? Фантастика. Научно-фантастический роман. Ну, Олег, тогда ты помогай. Ну, это Марина, твой вопрос, да? Но помогать-то надо человеку, своя все-таки. Ну, конечно, я и шепчу, она не слышит. Не тикает, нет? Правильно? А, Брэдбери, точно. Да, Брэдбери. Молодец, Олег. Олежка угадал, Олег молодец. молодец. Вот все равно ты будешь. А у нас команда. Да. У нас команда. Так, Мы все из танцевального. Правильно, так. Аллегро, да? Группа Аллегро. Аллегро. Группа Аллегро. Следующий у нас выпадает под номером 1, задание под номером 1. Это мне. Это вам, конечно же, и вопрос, там Олег Львович. вопрос, и он звучит таким образом. В какое время года Земля бывает ближе к Солнцу? Уху. Летом, наверное, уж. Думаете? А может и нет. Вот, а может и нет, а когда? Зимой. Зимой. Зимой, совершенно верно. Зимой. Она бывает А почему же зимой холодно, а летом ближе жарко? к солнцу. Ну вот, Ответа там по расположению планет зимой бывает именно так. Ответ мне не написали. У бродяги. Так, шестое задание. Кто отвечает? Свет по землю. Шестое задание. Да, на шестое задание мы уже отвечали, но там есть другой ответ. Загадка. Значит, бегают вокруг огонечка 6 сыночков и 2 дочки. Промелькнут года и дни, но не встретятся они. Что это? Ну, это, наверное, планеты. Это планеты, абсолютно верно. Это планеты. Ну да. Название мужского, как два женских. Все верно. Так быстро крутится это колесо фортуны. Опять 12. Представляете? Ну давайте еще раз прокрутим. Что-то 12 уже слишком часто прям. Слишком прям часто. У вас как в казино, там какой-нибудь магнит не подложен? Да, да. Нет. Восьмое. В общем, восьмое задание у нас звучит таким образом. Нужно задать вопрос одному из участников. Вот кому выпало это задание, да, то есть вы должны задать вопрос любому из участников. Любой вопрос, ну, про планеты, про звезды, про космос. Придумать вопрос и задать. Про космос? А то я хотел спросить, вы зачем сюда пришли? А можно я мне тоже задам? Да, А можно я задам? передаю. Прошу. Вручайте. Да, скажите, пожалуйста, в каком значении космическая скорость, сколько она километров в час? Вот говорят, космическая скорость. Третья космическая скорость. Просто космическая скорость. Нет, это понятие. А бывает их несколько. Ну пусть будет первая. Ну, объясните, космическая. раз знаете несколько скажите. Ну, первая космическая скорость. Олег? Ну, вообще, вопрос вот такой, вообще-то там космическая скорость. И 3 значения. Вот. Ну, в смысле, А, Б, В. 3000, 30 тысяч и 300 тысяч. Не. Первая космическая скорость 8 км в секунду. Нет. По-моему, третья космическая 11 тысяч километров в секунду. Космическая скорость Да. 30 тысяч километров в час. Ну, Это я вам точно говорю. тут Я- что-то не так. Дело в том, что прежде чем идти сюда, Вы подготовились. Вы же не знаете. и я залезла в энциклопедию. А вот мы не догадались. И поэтому это я вот прям вам, как говорят, на духу Да. открываю вопрос, откуда он Вы взялся и же откуда такой говорите, ответ. вот действительно правильно же, первая, вторая космическая скорость. Третья. Да. Неужели космическую скорость там не высчитывают, что ли, специально? Василий, первая, она вокруг Земли. Ну, Вторая до Луны. Третья отрывается от притяжения Земли. Притяжение. да. И уже можно
лететь к другим планетам. Действительно, интересная дискуссия получилась у нас Ну. по этому Ну вопросу. так, некоторые энциклопедии смотрели. Да. Видите, как готовились. Ну, раз вы пропустили, тогда следующий вопрос вам, да? Мне, Ну да, Ну вы же да. пропустили. Или вы хотели схитрить? ну, конечно, схитрить. Так. Так. Ну, первое задание у нас тоже было. Еще раз крутим наше колесо. Колесо фортуны. Так. Третье задание у нас тоже уже было. Давайте крутим. Еще покрутим, да. Уже. Много было. М? У нас уже много У было. нас А уже сколько много там было. заданий всего? Не знаю. Это у ведущего где-то там по секрету. По секрету, да. А 10-е задание нам выпадает. Насколько я помню, 10-го у нас еще Не было вроде. Да. Что за вопрос или задание там спрятано, интересно. Ого! Ух ты! Очень интересное и творческое задание, я бы сказала. Рассказать стих про Гагарина. Кому, Ничего про него рассказывать. кому выпадает? Ориентирно. Ну, Из песни, да? Это Мальвине? Или нет, мне? Евгений вам. Да? Вы же пропустили ход, и поэтому мы же решили, что вы хотите. Все понял. Что вас интересует? Ну, стих про Гагарина можете сами Упаси Бог. придумать. Это не ко мне, это по части стихотворения. Вот соседке могу это переадресовать. Она еще... Стихотворение знаешь про Гагарина? Нет, я могу рассказать то, что вы наверняка не знаете. Да, расскажи. Во-первых, почему их отбирали так, кто знает? Ну-ка. Ну, потому что у него русское имя, красивое Нет. лицо и небольшого роста. Нет. Второе нет. Вообще, как отбирали для первого Ну, полета? расскажите, тоже интересно. Вот. Почему именно брали таких людей? Потому что надо быть вот там было самостоятельным и принимать быстрые решения. Очень-очень быстро все это нужно было делать. А кто значит, подходил под это? Либо спецназовцы, причем спецназовцы-подводники, либо летчики, и кто-то еще третий был. Но все-таки остановились на летчиках, потому что летчик бой очень скоротечный, там надо было быстро соображать. Истребители. Да? Да. Вот, совершенно правильно. Я не сказал истребители, да? Ой, господи, старый пенек. Ну ладно. Вот. Именно бомбардировщики же все-таки там, как правило, это 2 человека. Ну, правда, и истребители бомбардировщики там тоже. Нет, 3/4, уже 2. Вот, теперь рост где-то не выше 170 сантиметров. И вес, по-моему, где-то в порядке 60-65 килограммов. Вот. Почему? Потому что параметры шара, спускаемого вот этого аппарата, были такие, а размер этого аппарата был, мы же как, гражданское использует все военное. В этом шаре должно быть ядерное оружие, бомба. Это ракета Р-7, самая надежная на то время, и тем более американцы собирались запустить в апреле месяце, тоже грозились в конце апреля. Мы их опередили буквально на неделю, 2-3 там максимум. Вот. И поэтому параметры их веса и роста и их специализация диктовалась именно этим. Кстати, даже есть такое, потом говорили те, кто не попал, или, так сказать, немного снизить славу космонавтов, говорили так: брали кого? Кто не годится? Хороших летчиков, командиры полков старались не отдавать в отряд космонавтов. Еще что-нибудь добавить? Ну, я думаю, что вы тоже готовились, да? Да, вы тоже там читали энциклопедию. Нет, это просто... Я знал, что я никогда там не буду, Понятно. и поэтому меня эта тема интересовала. Ну, очень интересные факты, спасибо. А уже колесо фортуны крутится, уже покрутили. Но я просто хотела этот стишок прочитать про Юрия Гагарина. Тоже Давайте, готовилась. давайте. В космической ракете под названием «Восток» он первым на планете подняться к звездам смог. Поет об этом песни «Весенняя капель», навеки будут вместе Гагарин и Апрель.
Вот такой вот стишок веселый. А у нас колесо фортуны нам показывает число номер 9. Посмотрим, какое же задание скрывается под номером 9. Оху. Вопрос, так, Мария Махмудовна, вам назовите самую яркую звезду нашей галактики. Солнце. Самую яркую звезду нашей галактики. На самом деле это не Солнце. Не солнце. Солнце вообще желтый карлик. Может, Венера? Маленькое. Нет. Венера тоже не звезда, это планета. В нашей системе. Да, это планета совершенно верно. Марс, что ли? Ну, Марс тоже Марс тоже планета. Здесь как раз- Львович, варю чай, соседку. Так, Ну, подожди. не Луна, нет? Ну, Нет, это все это- Земля, Это вообще Земля это соседушка. Земля, планета это не то звезды галактики. Где-то Какой-нибудь Арктур. Пирамида. Ну, на самом деле мы с вами слышали про эту звезду. Сириус, по-моему. Да, Сириус. совершенно верно. Сириус. Самая яркая Сириус. звезда – это Сириус. Она является самой яркой звездой созвездия Большого Пса, оказывается, и также самой яркой звездой всего ночного неба. Находится она в северном полушарии. Сириус виден как вершина зимнего треугольника. Оказывается, вот даже такое бывает. Так что будем знать с вами. Сириус. Сириус, да. Колесо фортуны Там крутится. есть обитаемая цивилизация. Обитаемая. Колесо фортуны крутится и выпадает номер 5. Номер 5. Там звучит вопрос для Олега. Сколько, Олег, длился первый полет человека? Ой. 108 минут. Самый трудный Да, вопрос, да, который да. навяз в зубах за последний месяц. Совершенно верно, 108 минут. А мы крутим дальше, и для Светланы у нас выпадает задание под Ну, энциклопедистка. под номером 8. Здесь рубрика «Дополни словечко», ну так назовем. Чтобы глаз вооружить и со звездами дружить, Млечный Путь увидеть, чтоб нужен мощный... Телескоп. Что нужен? Услышали, да? Да, телескоп. Телескоп, да, совершенно верно. Это наш сказал. Да, это совсем. Да, вы просто первыми сказали, а нужно же услышать именно от Светланы. Совершенно верно, телескоп. Ну, надо же партнершу выручать. Конечно. Она вас тоже выручала, тем более, да? Сколько мы года 3 танцуем? Да. Так. Евгений Иванович, задание под номером... Вот мне вот тот вопрос. 9. Это Как Олегу. Ну, тут уже, или как конечно, телескоп. Да. вопрос будет посложнее. Ну Кто вот. из космонавтов произнес фразу «Эй, небо, сними шляпу»? Не знаю. А вот я могу рассказать, почему знаменитые поехали. Вот это я могу сказать. А эта Ну, фраза... может, подумаем над этим, а потом... Нет, расскажем. я не слышал. Не слышали? Извините, это мой орел. Я Ну, не а отвечаю. можно же обратиться за подсказкой, может, я вам назову даже. Фортуна, говорите. Я услышала вас, я называю, даю вам правильный ответ. Валентина Владимировна Терешкова. Вот оно что. Да. Именно она Ну произнесла да, эту в фразу. смысле перед женщиной Да, снимешь шляпу. да, Логично, совершенно да, верно, да, да. совершенно верно. Вы даже меня опередили, только я хотела Да, сказать. да. Так, следующий у нас вопрос будет для Марины Махмудовны. Задание под номером 12, что ли, опять. Ну, 12 мы уже там, по-моему, все книги назвали. Давайте еще покрутим. Уже книги назвали же. Узнаем. Может, еще. Через подружку, да? 2? 2 или 3. Что-то тут это... 3, по-моему, было. 3, 2. Это тоже было. Давайте еще раз прокрутим. Всего доброго. Ну, по-моему, все там уже. Все цифры были.
Опять два, что ли? Что ж такое? Опять два, что ли? Ну что ж, ладно, пусть будет два. Там будет загадка у нас. Загадочка звучит таким образом. Простите, можно опоздавшему скажите, а кто сказал? Терешкова. Терешкова? Да, наверное, ляпнет. Самый первый в космосе летел он с огромной скоростью. Отважный русский парень, наш космонавт. Гагарин. Гагарин, совершенно верно. Мы хором. Да, это загадки я вам сказала. Ну вот, загадки вы отгадываете на 5 с плюсом, я бы сказала. Ну, почти мы уже на все ответили, но 11 задание сейчас посмотрим. 11 задание. Ого, Это а у нас нет. 11, кстати, и не было. Нет, Вот, да. Расскажите какую-то историю про космос. Это мне, да? Да, это вам, Олег. Широкое понятие. Да. Да, Ну, любую историю там можно. история. Так, я что-то в голове вертелось. Взять роман Брэдбери и от начала до конца. Да. Нет. Или Вот один. история такая. Вот последние годы ученые наши российские ученые, американские ученые и другие, ученые других государств обнаруживают экзопланеты. Экзопланеты, в других созвездиях, экзопланеты, это планеты очень похожие на Землю, это сестры или двоюродные сестры Земли. То есть по условиям, через телескоп обнаружить, конечно, по условиям они очень похожи на Землю, и в них может обитать человек, может жить человек, пригодный для жизни. Остается всего лишь, вот в ближайшее наше созвездие, по-моему, Эпсилон, там 4 световых года всего лишь надо лететь. Остается всего лишь долететь и осваиваться. Но я хочу добавить, эту планету не видно, они только ее вычислили математическим путем. Вот эти. Света, она не одна. Их много, да? Их 10 уже, точно известно, про которые они похожи на Землю. И они вычислили, ее видят. Еще где-то порядка 10 планет примерно похожих, еще их нет, они не рассмотрели только. В каком журнале ты это прочитал? Я по радио слышу. Энциклопедия. Нет, Энциклопедия на сегодняшний день наша настольная книга, да? я же интересуюсь этой темой. Это очень классно. Ну что ж, на этом мы закругляем наше колесо. Мы только раскрутились. Только во вкус вошли. Может, еще на часик? Нет, нет. Мы эту игру, кстати, с вами, ну, похожую игру, Колесо Фортуны, будем играть еще. Когда пока Только не другая договоримся. тема же будет уже. Да. Вы уже отключили, да, видео?